الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Восхваляем Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, который един, нет у него товарищей. К Нему прибегаем за помощью, и у Него просим прощения совершенных грехи, и к Нему прибегаем от зла наших душ и наших дурных поступков. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля наставил на истинный путь, то никто не ведет его заблуждением. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля ввел в заблуждение, то никто не сможет наставить его на истинный путь. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, который един и нет у него товарищей, и свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб и его посланник. Амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, продолжим чтение толкования хадисов из сборника Абу Дауда Сулеймана ибн Аш'ата ас-Сиджистани рахимахуллах. Первая книга Китаб ат-Тахара, глава 38. Бабу су'рил хиррати. Глава о остатках воды после питья, после кошки. Если кошка попила из сосуда, какая вода считается, чистая или же наджис? И сказал Абу Дауд рахимахуллах: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك ابن أنس رضي الله عنه إمام одного из масхабов, عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رحمه الله ثقة, заслуживает доверия, عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة, со слов Хумейда, или же иногда говорят Хамида, то есть бинт Убайд ибн Рифаа из Ансар, ан Кабшата бинти Кааба ибн Маликин, со слов Кабша, дочери Кааба ибн Малика, которая являлась женой Абдуллаха ибн Аби Катада и была тетей от Хумейды, предыдущей, кто передавал хадис от своей тете. وكانت تحت ابن أبي رفاعة قتادة, она была женой ибн, то есть, как мы сказали, Абдулла ибн Аби Катада. Анна Аба Катадата, что Абу Катада, то есть отец ее мужа, дахаля, зашел к ней в дом, фасакабат лаху вадуан, и она налила ему воды для совершения омовения. Фаджаат хирратун, и в это время подошла кошка, фашарибат минху, и начала пить эту воду. Фаасга лахаль инаа, хат шарибат, и он и помог ей, то есть немного наклонил сосуд, чтобы ей было легче пить эту воду для этой кошки. Калат кабшату, и сказал, дальше рассказывает, Кабша рассказывает, эта женщина, то есть его невестка, фараани анзуру илейхи, и он увидел, как я смотрю на него. То есть она удивилась. То есть человек приходит, она налила воду для омовения, для тахарата, а он пьет кошку, чтобы помогать ей пить. Поэтому она смотрела на него удивленно. Факаля, и он сказал: «Ата аджабина я бинта ахи». То есть ты, говорит, удивлена, скажем, если дословно получается, дочь моего брата, арабы так часто называют друг друга, это как уважение. Хотя даже не родственники, но могут назвать то, что я ибн Ахи, дочь моего брата, потому что братья по вере. То есть браты по вере, можно сказать, не обязательно родственникам. То есть если все верующие братья,
и все, скажем, с одной стороны, с другой стороны, все сыновья Адама, алейхиссалям, поэтому все, получается, так и так, это там сходится, так вот, или по вере, или же по родству. Факульту наам, сказал, да, я удивлена этому, то, что она увидела. Факаля, и тогда Абу Катада сказал, инна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям каля, поистине посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, иннаха, то есть она, кошка, лейсат бинаджасин, не является наджисом. То есть кошка не является наджисом, то есть она, можно сказать, является чистая, то есть не грязная. Иннаха, и еще раз подтвердил, усилил, поистине она минат тауафин алейкум, она тот, кто ходит между вами постоянно. И слово тауафун, это от слова таифун, означает тот, кто человек служит, слуга. То есть тауафун здесь тот, кто часто ходит, значит, тот, кто служит человеку, поэтому, то есть или раб, или слуга. Поэтому Мухаммад салям уподобил кошку слугам. Как слуги постоянно ходят в доме хозяина, туда-сюда, так ведь, работая. Так и кошка ходит по всему дому, в любом месте, куда пожелает. Поэтому она постоянно находится между вами, как ваши слуги, которые живут в ваших домах и вам прислуживают. Вот тауафаты, и здесь приводится, они мужского рода и женского рода. То есть им, мальчики и девочки, скажем, да, все самцы и самки, то есть они обе являются чистыми, то есть не являются они наджисами. Поэтому Мухаммад салям назвал, что кошка чистая, хотя она, в принципе, хищник, так ведь, она же хищник, поэтому, с одной стороны, она хищник, мясо ее, как и все хищники, обладатели клыков, есть нельзя, запрещено, но из того, что она живет возле человека, постоянно в его доме, и может в любое место попасть, да, в любое место может поесть, попить, человек за этим не уследит, поэтому здесь пришло такое хукам, положение, что она чистая. И, как говорит автор, то есть шарха, что приводятся разные риваяты по поводу того, то, что осталось, то, что воду, которую попила кошка. И, скажем, этот риваят показывает, что, который здесь у Абу Дауда, он также приводится у Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа, что хадис является достоверным, что кошка чистая, как уже сказали. Также есть и другие риваяты, которые указывают на, скажем, то, что попила кошка, стал наджис, или нежелательность использовать эту воду впоследствии. Поэтому у нас предыдущий хадис был, когда у нас был хадис про собаку на прошлом уроке, там в одном из риваятов было, что было добавлено, что если попила кошка, то нужно помыть один раз. Там то, что в хадисе Абу Хурайры, если попьет кошка, то нужно вымыть один раз было сказано, что показывает, что если нужно вымыть, получается не грязное, не чистое. Потому что если Мухаммад салям, если приказал мыть что-то, если это хадис марфу, со слов пророка Мухаммада салям, тогда эта вещь должна быть наджисом. Но в основном все риваяты, они, где сказано, что мыть после кошки или один раз, есть некоторые риваяты, что нужно и 7 раз, большинство из них, это слова сподвижников, а не слова посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Есть сборники Даракуты, приводится очень много риваятов на данную тему, что нужно вымыть эту воду, вылить нужно, помыть 1 или 2 раза приводится. Также приводится со слов от табиинов, со слов Аата приводится, рахимахуллах, со слов Муджахида, со слов Тауса, что нужно вымыть 7 раз. Есть 3 табиина, которые сказали, что нужно вымыть, как и после собаки, и после кошки нужно вымыть 7 раз. И все эти риваяты, они, скажем, в них есть слабость, во-первых, во-вторых, скажем, они противоречат, скажем, данному хадису, хотя, может, они там все вместе, они, может, слабые, но если собрать воедино, то какая-то основа имеется. Поэтому можно сказать, что они могут указать, что после кошки вода стала наджис, но, скажем, и там Таус, Ата и Муджахид, 3 табиина, так сказали, но они противоречат этому хадису, который сильнее. Потому что мы читали, что кошка чистая, она тут, кто ходит между вами. Этот хадис сильнее, он выше, чем те хадисы все вместе взятые, поэтому
получается, скажем, только вот там не сахаба говорили, не таби говорили, и все. После них, то есть после Муджахида, Атая и Тауса, никто больше это не говорил вообще. Как будто все ученые уже стали единогласны, что кошка чистая, после нее вода считается чистой, не считается наджисом. Поэтому вопрос, скажем, и сначала спор, возможно, был, потом этот спор был закрыт. И все приняли, что она является чистой. То есть впоследствии и уже ученые масхабов также есть некоторые разногласия, что, первое, что вообще кошка чистая полностью целиком, то есть бесспорно, это мнение имама Шафи'i и мнение ученого ханбалийского масхаба, мнение ученика Абу Ханифы, Абу Юсуфа, что она чистая полностью. А в масхабе Ханафи другое мнение Абу Ханифы, что она является чистой, но макрух, нежелательным. Обычно, когда приводят виды воды, в книгах по фикху масхаба, там приводится, что есть чисто отличающаяся, есть чистая отличающаяся, но макрух. Получается нежелательное. И туда входит кошку. То есть в основе, скажем, чистая, но когда другая вода есть, эту воду не используем, потому что, возможно, что-то поела, да, кошка. Если, конечно, уверен, что кошка ничего не ела, да, мясное и так далее, тогда нет проблем. Если ты не уверен, тогда есть сомнения. Если ты видел, значит, получается, съела мышь, потом сразу попила воду, значит, эта вода будет непригодной, будет, если немного данной воды. Поэтому, исходя из этого, у масхаба Абу Ханифы говорится то, что макрух, но танзихен, как очищение. То есть не наджис, она чистая, но когда есть другая вода, эту воду не используем. Нет другой воды, эта вода считается нормально чистая, без проблем. Так сказано в книгах масхаба, что так как эти хадисы, они объединяются. Поэтому, скажем, если одни скажут чистый, другой скажут наджис, получается, если объединяем, получается нежелательная вода в основе. Но в любом случае, то есть нежелательная чистая, не наджис. Еще один хадис в этой же главе сказал Абу Дауд: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن داود بن صالح ибн Динар ат-Таммар. Передача, в котором есть некоторые споры между учеными о его хадисах. Дауд ибн Салих ибн Динар ат-Таммар. Ан уммихи, со слов его матери, мама Дауда ибн Салиха, имя ее не поминается, имя ее неизвестно, просто мать этого человека. Анна Маулятаха, что ее вольноотпущенница, то есть ее бывшая рабыня, Арсалятха, послала ее бихарисатин, то есть с едой, то есть с одним блюдом, которое изготавливается из мяса, или пшеница, которая, скажем, размалывается, то есть с мясом, с молотая пшеница, с мясом. Такое блюдо послала еду к Айше домой. Фаваджаттуха тусалли. И когда она зашла к Айше домой с этой едой, то застала Айшу совершающей намаз. Фашарат илейя ан да'iха. И Айша, стоит совершать намаз, то есть видит, что тут зашел с посудой в руках, и она намаз просто показала, что поставь, то есть в намазе сделала знак рукой, то есть поставь на пол, да, то есть оставь, не стой. Поэтому, то есть, некоторые разрешают некоторые движения намаз, которые в пользу, раз, во-вторых, когда движений немного, мало. У нас же намаз нарушает много движений обычно, а здесь получается, когда просто один там, да, рукой махнул, да, разок. Поэтому это считается один раз, немного, поэтому это действие не может намаз нарушить. Айша указала, то есть ей поставь тарелку, там, посуду, что она положила, там, получается, на пол, потому что в доме пророка Мухаммада не было стола. Есть только единственное место, могла поставить это на пол. Поставила эту посуду с едой. Фаджат хирратун, и пришла, то есть в это время, то есть подошла кошка, факалат минха, и поела из этого блюда, которое стояло на полу, поела эту еду. Фаляма сарафат, и когда Айша радаллаху анха дочитала намаз, завершила намаз до конца, акалат мин хайфу акалат хиррату, она поела с того же места, где ела кошка. То есть ту же посуду, а Айша поела еду, которая осталась после кошки. То есть не брезговала, скажем, да, потому что Мухаммад сказал, что она чистая, не наджис. Поэтому она уверенно, то есть не брезгуя, поела эту пищу. Факалат, и потом сказала, инна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям каля, поистине посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал,
«Иннаха лейсат бинаджис». Она не является наджисом, как в предыдущем хадисе. Она чистая, то есть не грязная. «Инна махия минат тавафин алейкум». Воистину она является тем, кто как слуга ходит между вами постоянно. «Вакад раайту». И Аиша добавила сама, я, говорит, видела Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ятаваддау бифаддиха, как Пророк Мухаммад совершал омовение водой, которую попила кошка. То есть был сосуд, кошка подошла, попила воду, и Мухаммад этой водой совершал омовение, показал, что это является чистое. То есть и словами, и делами Пророк Мухаммад показал, что то, что попила кошка, это чистая вода. Она не является наджисом, она не является грязной водой. Поэтому, конечно, в данном хадисе немного есть, скажем, передатчики есть. Дауд ибн Салих, его мама, скажем, то есть он слабый немножко, мама неизвестная, но, скажем, хадис, если два хадиса вместе взять, друг друга усиливает, показывает, что, скажем, кошка является чистой, не является наджисом. Поэтому, в отличие от собаки, так ведь, и других хищных животных, у которых то, что попилось это животное, любое, скажем, хищное животное, собака и другие, то вода считается наджис. Потому что слюна наджис, значит и вода становится грязная. Непригодна для использования. То есть и пить, скажем, и тахарат, гусл, и даже стирать наджис. Для стирки эта вода не подойдет. Следующая глава Бабуль вудуи бифадли тахуль мар'ати. Глава об совершении омовения водой, которая осталась после совершения омовения женщиной. То есть если стоял таз с водой, это когда, то есть тазы есть, да? Потому что когда кран есть, проблемы не бывает. Когда есть таз, ведро, если там женщина подошла и руку засовывала, то есть и брала, то есть там поливала там снаружи, то есть не над тазом, а после руку засунул уже, а если засунул руку уже, помыл лицо так, уже вода как будто использована, еще раз засунул. Получается уже то, что все равно смешивается немножко, хоть чуть-чуть. Потому что все равно же моешь, 5 рук засовываешь. Поэтому чем это является? То есть дозволено, не дозволено. Можно, нельзя. В шариате, скажем, если вот женщина совершала омовение водой, которая была в тазе, можно мужчине брать тахарат этой водой. И наоборот. То есть такие тоже хадисы есть. Возможно, мы некоторые вещи не слышим никогда, потому что, может, там в книгах по фиху такие вещи не упоминаются. Тем более, что если Масаб Ханафи смотреть, там нет проблем. Не упоминается обычно такая вещь, потому что не проблема. А если хадисы есть, эти хадисы, тем более, они немного противоречивы между собой. И первый хадис, قال أبو داود حدثنا مسدد, нам рассказал Мусаддад ибн Мусархад, قال حدثنا يحيى القطان, يحيى ибн Саид аль-Каттан, عن Суфьяна, или же ибн Уайна, или же Ат-Thаури, есть два Суфьяна, там есть даже правило, потому что если имя, да, то есть нужно знать, кто кого писал, да, кто были ученики, здесь немного, то есть спорно, хотя скажем, что это Ат-Thаури, но неважно, если Суфьян есть, значит, или Thаури, или ибн Уайна, оба являются передатчики, которые принимаются, поэтому, скажем, нормальные в любом случае, даже известно, кто из них был конкретно. قال, он рассказал, Суфьян ибн Thаури, حدثني منصور ابن المعتمر عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن الأسود ابن يزيد тоже النخعي عن عائشة, со слов Аиши رضي الله عنها, قالت, которая сказала, كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم, я совершала гусль вместе с посланником Аллаха صلى الله عليه وسلم, то есть я, то есть его супруг, мы вдвоем совершали гусль, получается, из одного сосуда, из одного таза, то есть вместе, мин инайн вахидин, из одной посуды, из одного таза, ва нахну джунубани, оба были без гусля, то есть оба были, скажем, джунуб, то есть оскверненными, у которых был нарушен гусль. Гусль, и слово джунуб означает, скажем, основа джунуба это быть далеким, потому что если человек джунуб, он удален от мечети, поэтому удаленный от мечети, от намаза, поэтому, скажем, осквернение, то есть после близости интимной или же после нарушения гусля, называется джунуб. Ну, человек не может, удаляется от места намаза, то есть вообще от намаза. И хадис приводится в Бухари, Муслима и других сборниках. То, что Аиша сказала, что мы совершали гусль вместе, вдвоем, из одного сосуда, из одного таза с водой. Потому что такой приводится, такой хадис много приводится именно от жен Пророка Мухаммада салям, потому что только жены могли рассказать такой хадис, другие сахабы рассказать такого не могли. Приводится у Муслима в других сборниках, что Аиша и Пророк Мухаммад совершали гусль вместе, после, тоже приводится и со слов, и также делала и Маймуна, другая жена посланника Аллаха салям.
то, что Мухаммад салям, даже есть ривайат Сахих Муслим, что Мухаммад совершал гусль после воды, которая осталась после совершения гуслем Маймуны. То есть Маймуна совершила гусль, и потом Мухаммад подошел и хотел, она сказала, Маймуна сказала, что посланник Аллаха, я же была без гусля, то есть как будто вода грязная, Мухаммад салям сказал, что вода, говорит, не загрязняется, вода остается чистой, и совершил омовение там, или гусль данной водой. Сказал, что, значит, получается, Маймун уже что-то знал до этого, если он сказал, что как будто какой-то был запрет, возможно, до этого. Поэтому она и предупредила. И Мухаммад салям, возможно, запрещал, но потом этот свой запрет отменил. Ну, вернее, от Аллаха Субхану пришла отмена данного запрета. Поэтому все эти ривайаты показывают то, что нет проблем. То есть в основе, то, что хоть мужчина совершал омовение с таза, женщина совершает, хоть женщина совершала, потом мужчина совершает. То есть оба варианта являются дозволенными и не являются запрещенными, то есть, тем более, когда совершают с одного посуды, скажем, вместе, или же по очереди, да, друг за другом. Сначала первый, после этого второй из них. И поэтому, как сказал имам Ан-Навави, рахимахуллах, что очищение мужчины и женщины из одного сосуда является дозволенным, согласно мнению ученых, хотя, как вы ученые, что нет разногласий имеется. Поэтому то, что женщине брать тахарат после того, что осталось после воды, когда мужчина после руки засовывал и брал тахарат снаружи, это дозволено бесспорно. А наоборот, когда после женщины, то это дозволено у нас, то есть масхаб Шафии, потому что имам Навави был шафиит своим масхабом. У нас, говорит, дозволено у Малика, говорит, и Абу Ханифе. И поэтому, скажем, эта вещь уже не упоминается. Как обычно является, потому что не достается внимания на этом вопросе. В них по фиху обычно уж. Потому что нет проблем, значит, лучше не упоминать. Но когда есть хадис, придется упоминать, да, разногласия в данном вопросе. Следующий хадис в данной же главе, и вот в этом вопросе приводится до, скажем, вообще 5 мнений, 6 мнений приводится по поводу гусля мужчины и женщины друг друга водой. До 6 мнений между учеными. Это, скажем, это одно. Там еще есть 5 мнений, которых там и запрещается, или считается нежелательным в этих ситуациях. Следующий хадис в данной главе. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا واقيع ابن جراح عن أسامة بن زيد أسامة بن زيد الليثي عن ابن خربوزة ابن خربوز سالم ибн Сардж. Здесь такое интересное слово Сардж в нашем языке означает, скажем, седло, которое ставит, то есть на осла и ишака. Слово Харрабуз то же самое, только на персидском. Получается у него, скажем, или то имя было на персидском, по-арабски перевели, или наоборот. То есть было, как Сардж получается, на персидский, то есть Харрабуз, где сказано, что седло, которое ставят на лошадь, на осла, вернее. И Сардж это по-арабски. Получается, перевели его, имя отца, перевели на один из языков, туда или же обратно. Ан умми Субайя Аль-Джухани, со слов то есть матери Субайя Аль-Джухани из племени Джухайма, которая считается из сподвижниц женщинам, и сказала, что ее звали Хауля бинт Кайс. Хайс, она бабушка Хайс ибн Хариса. قالت, сказала, اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. Эта женщина, получается, сказала, что, скажем, моя рука и рука, то есть мои руки и руки Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, они, скажем, получается, скажем, брали воду из одного сосуда. То есть мои руки и руки Мухаммада брали, то есть совершали омовение, то есть черпали воду из одного и того же сосуда и брали воду, то есть по очереди, друг за другом. И здесь получается вопрос, как можно? Эта женщина, она не жена Пророка Мухаммада, не его родственница. И как она могла совершать омовение из того сосуда, который совершал Пророк Мухаммад? Поэтому тут сказал, что возможно это до того, это было до того, как был неспослан хиджаб. Аяты хиджаба, то есть обязывавшие женщин закрываться. То есть до этого возможно было. Или также то, что хиджаб там был связан с лицом и так далее, не с телом.
Поэтому тело все равно является ауратом. То есть до локтей открывать не могла она перед пророком Мухаммадом салям, даже в это время. Кто-то говорит то, что имеется в виду то, что Мухаммад салям в одно время, она была в другое время. То есть сосуд был один и тот же, они просто в разное время омовения. То есть не вместе, а отдельно. Мухаммад салям раньше, а нам позже, и может наоборот. Да? То есть они встречались, но сосуд был один и тот же. Брали воду из одного и того сосуда, оба. В разное время. Поэтому так, если понять, то будет нормально. Данный хадис, потому что, если она не жена же и не родственница, чтобы брать тахат, омовение с пророком Мухаммадом салям вместе. И также есть такой хадис, как сказал Ибн Тин, что есть хадис Абдулла ибн Умар, который сказал, что мужчины и женщины совершают омовение во время пророка Мухаммада вместе. То есть хадис приводится в сборнике Бухари, что и мужчины и женщины совершают омовение во время пророка Мухаммада вместе, джамиан. И как толкование, не то, что мужчины и женщины вместе, да, одновременно, в одном месте, да, как брали тахарат. Потому что женщина же аурат так ведь, они могут открывать руки до локтя. И с мужчинами, тем более, там же не может быть, там, если мужчин и женщин много, там же не все родственники, да. Поэтому здесь понимается хадис, то, что сначала брали тахат мужчины, уходили, потом приходили женщины. То есть вместе, значит, ушли из одного сосуда, да, вместе, но по раздельности, отдельно. Пришли мужчины, тахат взяли, ушли. Потом пошли женщины, тоже тахат взяли, потом ушли. То есть это так понимается хадис. И как привел Ибн Тин. Там сказал Ибн Хаджар, рахимахуллах, Фатхуль Бари, Шарх Сахих Бухари, что возможно, самый лучший ответ, то, что они это делали до аята хиджаба. То есть сказать, что аурат, возможно, был не так запрещен, как до этого. А после этого, когда уже был аят хиджаба, неспосланный, тогда, получается, это касается только родственников и жен. То есть мужчина может только с родственницами и с женой может брать тахарат, да, вместе. А чужие женщины уже быть там не могут. Потому что, как я сказал, аурат получается. Это вот такие вот варианты переводится, скажем, в этих хадисах. Когда, скажем, вместе, получается, скажем, или родственники, или же в разное время. То есть место одно и то же, а по очереди приходили и совершали омовение. Они вместе, да, скажем, как у нас бывает, что в наше время, да, на пляже, где все вместе. То есть такого быть не могло среди сподвижников, тем более после неспослания аятов хиджаба. И как раз вот данный хадис, он здесь приводится. «Каль хаддаthана Абдулла ибн Маслама аль-Ка'наби ан Малик ибн Анас, имам Медины, ан Нафи, аль-Факих, ученый фикха, мауля, бывший раб Абдулла ибн Умар, которого он обучил, то есть освободил из рабства и сделал из него ученого». Каля Ха сказал, переход на другой снад, хаддаthана Мусаддад ибн Мусархад, каля хаддаthана Хаммад ибн Зейд ан Айюб السختياني عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء мужчины и женщины يتوضؤون совершали омовение في زمن النبي صلى الله عليه وسلم во времена пророка Мухаммада قال مسدد сказал مسدد добавил من إناء واحد из одного сосуда джамиан вместе. И вот как раз то, что на хадис приводится, и он приводится и у Бухари, и на сайт приводит данный хадис. И Абу Дауд приводится то, что вместе поняли, то, что или до хиджаба, или же означает по очереди. То есть мужчина вместе, женщина вместе. Так, не мужчина и женщина все вместе, а мужчина вместе и женщина вместе. То есть каждый из них по отдельности, как это объясняют ученые. قال حدثنا مسدد сказал Абу Дауд, нам рассказал مسدد ибн Мусархад, قال حدثنا يحيى ибн Саид القطان عن عبيد الله قال عبيد الله ибн Умар ибн Хафс ибн Асим ибн Умар ибн Хаттаб. Получается, Умар Хаттаб это его сын, внук, правнук, сколько там получается? Праправнук. Умар ибн Хаттаб, радаллаху анху, Убайдулла ибн Умар ибн Хафс, то есть получается потомок Умара ибн Хаттаба, который считается одним из 7 ученых, то есть Медины. То есть в Медине было фукаха саба, 7 ученых, вот один из них, и там большинство из них были там сыновья, там внуками, там потомками больших сподвижников, большинство из них были. Даже некоторые ученые ставили его выше, скажем, чем Малика, некоторые ученые стали выше его, скажем, в некоторых риваятах хадисов.
قال حدثني نافع, он сказал, что мне рассказал хадис Нафи, ан Абдулла ибн Умара, со слов Абдулла ибн Умара, قال, сказал, кунна таваддау нахну ва нисау, сказал, что мы совершаем омовение, мы, мужчины и женщины, аля ахди Расулуллаха саллям, во времена пророка Мухаммада саллям, мин инайн вахид, из одного сосуда, нудли фихи айдины, опускали туда руки. То есть под сосуд, то есть опускали то есть руки, то есть, получается, воду черпали. Просто черпали, и потом уже снаружи, там, да, вне сосуда, мыли это лицо, руки, чтобы вода не капала в сосуд, капала туда, на одежду или на землю. Этот хадис похож на предыдущий, получается, объясняется так же. То, что не вместе, а по очереди. Сосуд был один, посуда с водой, руки, все сосуды в руки, но брали по отдельности и те, и другие, как уже было сказано по одной из версий. И, получается, как некоторые ученые говорят, вместе с женой так получается. Жены вместе так делали. То есть мы, сахаба, говорят, то есть мужчины и женщины, то есть жены и родственницы, брат и харата вместе. Здесь тоже получается нормально. Потому что или же по отдельности все, или же когда с женой, то там нет аврата, может харат брать без проблем. Так тоже приводят некоторые ученые, объясняют. Таким образом, все это было то есть, с супругами, с родственницами. Поэтому, скажем, это вот хадис разрешают брать тахарат после друг друга, мужчин и женщин. А следующая глава, бабу нахьян талика, глава о запрете этого. И есть хадис, который запрещает, потому что есть и такие хадисы, разрешающие хадисы, запрещающие брать тахарат после друг друга. И автор упомянул хадис, что дозволено, затем упомянул хадис, который сказано, что запрещено. И сказал Абу Дауд, قال حدثنا أحمد بن يونس, أحمد ابن عبد الله بن يونس, قال حدثنا زهير ابن معاوية ابن خديج, عن داود بن عبد الله, со слов Дауда ибн Абдуллаха, قال сказал другой иснад, حدثنا مسدد ابن مصرحد, قال حدثنا أبو عوانة, عن داود بن عبد الله, عن حميد الحميري, со слов حميد الحميري ابن عبد الرحمن, قال لقيت رجلا, сказал, что я встретил мужчину, صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين, который был сподвижником пророка Мухаммада, то есть был рядом с ним в течение 4 лет. То есть сподвижник, который был сподвижником 4 года, кама сахибаху Абу Хурайра, как и Абу Хурайра. То есть этот человек, как Абу Хурайра, он 4 года был сподвижником. То есть видел пророка Мухаммада, принял ислам, был мусульманином, был поэтому, как и Абу Хурайра, который 4 года на самом деле был, то есть после битвы при Хайбаре принял ислам в 7 году, и 4 года был пророк Мухаммад, это сподвижник тоже. Но это сподвижник, то есть его имя здесь не упоминается. То есть потому что сподвижник, имя его не сказано. Но имя сподвижника не обязательно. Если есть слово, что он сахаба, сподвижник, значит, получается, даже если он безымянный, без имени, то его хадис принимается бесспорно. Потому что сподвижников проверять не нужно. Их Аллах Субхану ва Тааля очистил. Их Аллах посчитал прием. То есть хадис принимаются. Поэтому, кто после сподвижников дальше табе, нужно их проверять. Кто был, где был. А сахаба, они бесспорно принимаются. Без проверки. Поэтому этот сподвижник сказал, Наха Расулуллах саллям, что посланник Аллаха саллям запретил ан тахтасиль мар'ату бифадли раджули, совершать гусль, большое омовение женщине, водой, которая осталась после тахат или гусля мужчины, а у яхтасиль раджулю бифадли мар'ати, или же мужчине брать гусль после воды, которая осталась после гусля или омовения женщины. Зада мусаддадун, валь ягтарифа джамиан, сказал Мусаддад, пусть они, говорит, черпают воду вместе, одновременно, получается, не по очереди, а сразу вместе. Потому что по очереди проблема может, да? Потому что если первый мужчина, потом женщина, значит, все, вода как будто налить стала. Если наоборот, тоже. А если заходит мужчина и женщина вместе, таз один и берут гусль одновременно, тогда проблемы не будет. Поэтому это вот, ситуация, которая бесспорная в любом случае, когда вместе совершаешь гусль из одного таза. Вот хадис приводит то, что запрещено. Здесь приведен запрет на данное действие. Значит, противоречит тем хадисам, которые были до этого. Еще один хадис. قال حدثنا ابن بشار
محمد ابن البشار, учитель Абу Дауда. قال حدثنا Абу Дауд, يعني الطيالسي. Сказал Абу Дауд, то есть еще не Абу Дауд, но уже الطيالسي, Сулейман ибн Дауд ибн Джарут, который был в основе персом, имам был его из персов. И некоторые ученые сказали, что его очень сильно хвалили, что как бы наиболее сильный из мухаддисов по своей памяти. Некоторые ученые же наоборот говорят, что он ошибался. Поэтому кто что узнал уж. Поэтому любой человек так, есть тот, кто хвалит, есть кто его находит ошибки. Потому что нет человека, который без ошибок. Таких людей найти невозможно. Поэтому каждый человек ошибается всегда. Не бывает людей, которые безошибочны. Если смотреть на ошибки людей, только на ошибки, получается, что все люди плохие. И поэтому ни у кого хадис нельзя принимать ваши слова и его хадис. Поэтому смотрим на хорошие, плохие вещи, если не такие серьезные, их можно обошить. Поэтому любой человек, он ошибается, невозможно не ошибаться никому. Поэтому ученые тоже люди, тоже ошибаются. Поэтому у каждого ученого есть свои ошибки. Если смотреть на ошибки, тогда, получается, у всех ученых сразу же уберем, да, никого не останется. Поэтому смотрим на благое, ошибки мы им, как ученым, прощаются. Потому что тем более они ученые, они делали иджтихад, они же специально что делали. Поэтому он старался и ошибся. Ему прощается. Это нам не прощается. Если мы ошибемся, то нам будет грех, а ему будет саваб, награда. Если ученый же, или как судья, если он старался, вынес решение, и оказался прав, ему 2 награды. Если он старался и ошибся, ему 1 награда. Это ученым судьям. А нам с вами, нет такой привилегии. Поэтому у нас нет права обсуждать людей, так вот, их ошибки. Нет права, получается, делать иджтихад, да, что-то выносить решение, не имея на это определенных знаний. قال حدثنا شعبة, рассказал Шу'ба ибн Хаджадж, عن عاصم ибн Сулейман аль-Ахваль, ученый, عن أبي حاجب, со слов Абу Хаджиба, عن الحكم ибн Амр, со слов Хакам ибн Амра ибн Муджадда, который является подвижником пророка Мухаммада и был подвижником до смерти, потом уехал в Басру. Хуаль Акрау, который называли Аль-Акра. Акра, это его, как прозвище было. Прозвище Акра, если не ошибаюсь, это безволосый, если, конечно. Не вставлял перевод этого слова. Ну, получается, не надо приводить имя, там перевод какое-то прозвище было человека, которым был известен, не то что оскорбление, а просто для информации, чтобы различать людей, кто есть кто. Анна Наби саллаллаху алейхи, то есть он сказал, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи наха запретил ан ятавадда ар-раджулю, совершать омовение мужчине бифады тахур аль-мар'ати, водой, которая осталась после гусля и омовения женщины, которая вода, когда она, получается, руки засовывала, этими вода, которая осталась после нее. То есть здесь тоже хадис тоже запрещающий, поэтому из хадиса есть, ты можешь говорить, что нельзя. Так, два вида хадиса есть, разрешающие и запрещающие. И те другие, они имеются, и Абу Дауд их привел, оба варианта привел, поэтому эти хадисы запрещают так совершать, поэтому одни ученые сказали, что имеется в виду макрух, это нежелательно, то есть не харам, не наджис, просто нежелательно, то есть танзихан, как очищение, а не запрет харам. Некоторые говорят, что имеется в виду, что касается, не родственников. То есть родственникам можно, не родственникам нельзя, чтобы фитны не было. Есть также вариант, что если хадис объединять, как сказал имам Аш-Шаукани, рахимахуллах, то что хадисы запрещающие, разрешающие, их объединяем как? То, что, если то, что капало, то есть с тела в воду, это нельзя. А то, что я просто руку засунул, и капало снаружи, это можно. Получается, когда если воду, там вода стекала, да, сверху туда внутрь. Так получается нежелательно. Нельзя эту воду использовать. Потому что твоя использованная вода туда попадает. А если там вода не попадает, все снаружи делается, значит, дозволено. Поэтому есть такое объяснение, которое привел и Шаукани, и Хаттаби, что-то или вот так, или это получается просто нежелательно. То есть не харам, не неджис, а просто нежелательно. То есть дозволено это делать, лучше, конечно, при возможности устраниться. Если нет другой воды, тогда вода нормальная. Если другая вода, лучше сделать другой водой. Вот так объединяют ученые
данные хадисы. Или нежелательность, или же то, что просто то, что не капал туда. Капал нельзя, не капало дозволено. Или, получается, с родственниками можно, с чужими людьми нежелательно, да. То есть не родственниками. Пророк Мухаммад брал же гусль, тем более там хадисы, которые дозволены, приводятся в Бухари Муслим, они сильнее, чем в Абу-Давуде, запрещающие. Поэтому те хадисы, они по высшей степени достоверны, бесспорно. Не можешь сказать то, что можешь эти хадисы тебе предпочесть, то, что дозволено. Поэтому же Масаба Ханафи же, Шафи же дозволено, бесспорно, без каких-то проблем. Следующая глава, еще одна. Бабуль вудуи бима эль бахар. Глава о совершении омовения морской водой. Морской водой. То есть автор привел этот хадис про морскую воду. Здесь, скажем, объяснение, первое объяснение, то, что, скажем, в море туда кидать нечисть, так могут кидать люди, поэтому она может стать нечистью и не становится нечистым из-за попадания туда, то, что люди бросают, да, внутрь воды, или же то, что вода, когда она же не пресная, соленая, так, то соленая, получается, у нее там вкус, запах отличается. Поэтому вопрос то, что пресная вода, понятно, что можно, а эта вода, человек может подумать, что она нечистая, непригодная для тахарата и для гусля, поэтому это приводится данная глава. И сказал Абу Дауд: «Каля хаддаthана Абдуллах ибн Маслама аль-Каанаби ан Малик, со слов Малика ибн Анаса, имама Медины, عن صفوان بن سليم صفوان ибн Сулейм аль-Кураши, который многие ученые прочитали, скажем, сильным передатчиком, عن سعيد بن سلمة من آل بن أزرق, от слов Саида ибн Салама, который был из семейства ибн аль-Азрак. Это, скажем, семейство ибн аль-Азрак. قال إن مغيرة بن أبي بردة, что Мугира ибн Абу Бурда, وهو من بني عبد الدار, который является из племени Абдуддар, то есть из Курайш, род, да, племя Абдуддар, из Курайшитов. Ахбараху, сообщил ему, аннаху самиа, что он слышал, Абу Хурайра якулю, что Абу Хурайра радхиаллаху анху говорил, са'аля раджулун Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, факаля, один мужчина спросил у посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям и сказал: «Я Расул Аллахи, о посланник Аллаха, инна наркабуль бахра». Мы, говорит, выходим в море. То есть мы садимся на корабле и выходим в море. Если кто-то сказал, что выходим на ловить рыбу, да? То есть ловить рыбу выходит, скажем, в море, моряки. Нет других риваятов данного хадиса. И мы, говорит, берем с собой немного пресной воды. Берем с собой немного пресной воды. Если мы будем брать тахат этой водой, омовение, то мы будем испытывать жажду. Потому что воды немного же. Получается, там, конечно, в море, там в океане много воды, да? Но они брать с собой пресной и думают, что вот только и можно совершать омовение, поэтому если будем брать омовение этой водой, нам пить ничего не останется. Потом, когда мы останемся без воды для питья и будем атышно испытывать жажду, дозволено ли нам совершать омовение водой, морской водой? Спросите, что можно ли нам все-таки брать омовение, совершать омовение морской водой? И потому что морская вода соленая, так обычно. Она соленая же, обычно так, потому что она бывает. Факаль Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, и посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: хуат тагуру ма'уху, то есть хуат, это бахар, то есть море, да, то есть море морского рода, поэтому то есть оно, то есть море, от тагуру, то есть чисто очищающая его вода. Получается, вода морская, она, то есть тагур означает и чистая сама по себе, еще очищает, то есть пригодна для гусля омовения. Получается, она чистая и очищающая, пригодна для совершения омовения и гусля, и стирания наджиса. Аль-хилю матятаху, и его мертвечина халяль. То есть мертвечина, которые животных, морских животных, то есть умершие морские животные, являются аль-хиллю, являются халялем. Хадис приводится в Тирмизи, Насаи, Ибн Маджи и других сборниках, что Мухаммад саллаллаху сказал, что вода, то есть чистая, получается, Мухаммад сказал просто наам, сказал, что да, тогда был только тахат можно брать. Сказал, что вода очищает, получается, и тахат, и гусуль, все остальное можно. То есть ответ был только про омовение, Мухаммад ответил шире. Если сказал бы да, тогда, получается, можно было только омовение, гусуль нельзя было совершать, потому что совпало бы, узко было. Поэтому Мухаммад, когда отвечал, он всегда обычно пошире, побольше, чем ему задавали вопрос.
Это Дан Хаис приводит как пример. Потому что когда ты спрашиваешь вопрос, и человек что-то нуждается, нужно дать ему вопрос, ответа побольше. Даже кто-то не спрашивал, не спрашивали спрашивали про морских животных, так ведь, можно нельзя их есть. Но ответил же он, то, что их мясо, да, их есть дозволено, морских животных, а рыб, которые плавают в воде. Поэтому вода чистая, очищающая, дозволено тахат и руса, и то, что, во-первых, соль, так она чистая же, да, в основе, это же не наджис. Поэтому то, что вода соленая, это создано Всевышним Аллахом Тааля. Это мяут табири, то есть обычная природная вода. Создана Всевышним Аллахом Тааля, он ее сделал соленой. Соль сама по себе чистая вещь. Поэтому то, что когда вкус так соленый, то, что запах бывает там свой запах есть у моря, там, океанской воды. Поэтому это не делает ее нечистой. Она остается чистая, пригодная для... Поэтому тахат берешь, эту воду, пьешь чистую, да, пресную воду. А тахат руса берешь воду, которая за бортом, соленой водой. И дозволено ее мейтетуху. Мейтетуху, то есть мертвый животное. Имеется в виду животные, которые живут в воде, которые не могут жить не в воде. Сейчас как бы не любое животное, которое умерло в воде, да, халяль. А то, что внутри воды живет, если с воды вытащил, оно умрет. Без воды. Вот эти животные, которые умерли в воде, или когда вытащил с воды, они умерли потом, они считаются, то есть их не нужно закалывать, да, не нужно там резать, там, да, кровь выпускать. Вот бисмилля. Поэтому этих животных халяль. И рыба бесспорно, то есть то, что называется рыбой в воде, то есть морской, вообще это бесспорно халяль. Все остальное, другие, то, что не рыба есть, они являются спорными между учеными, можно их или нельзя употреблять в пищу. Потому что Имам Хасан также сказал то, что, ответил про мертвечину, потому что есть аят сури Маида, хоримат алейкум мейта, так, то, что запрещена мертвечина. Поэтому мертвое животное, что ему подумать, что оно мертвое, да? То есть рыба мертвая же, может подумать, что она харам, как там мертвый, скажем, там баран там, да, или корова. Поэтому Мухаммад салям объяснял, чтобы люди не ошибались, считали, что является дозволенным, что не является дозволенным. Поэтому морская, то есть, рыба, она бесспорная, что она является халяль. Все, что другие животные, кроме рыбы, да, которые живут в воде, то есть постоянно в воде, и без воды жить не могут, то, скажем, масаби, скажем, аш-шафи'i, то есть все дозволено полностью. Все, что есть, дозволено, скажем, и только сказать, что нельзя, говорит, там есть лягушку, потому что есть хадис, который приводится, что Мухаммад запретил убивать лягушку, как приводится сборник у имама Ахмада и Абу Дауда, также там в конце сборника, что Мухаммада спросили о лягушке, который, скажем, ее там жир там ставят в лекарство. И Мухаммад запретил убивать лягушку, получается, запретил есть, да. То есть лечиться есть, лягушку запретил. Там в хадисе, получается, есть запрещено. И там есть другой риваят, то есть имам Ахмад Абу Дауда тоже в конце сборника, да, там где-то в последней части, то, что там, лягушка является хабитом, то есть скверной, да, то есть неприятной человеку, поэтому она является недозволенной. Лягушка запрещена, и некоторые другие животные. А масаби ханафи, получается, может только рыбу. Все другие морские животные, масаби ханафи, они являются, скажем, запрещенными. Запрещенными, то есть только рыба. И все. И то, получается, рыба, которая плавает, если рыба, когда умерла и всплыла наверх, то нельзя. Если там рыба поймал, вытащил, на берегу умерла, не проблема. Она умерла внутри воды, плавала, потом прыгнула вверх и всплыла же. Эта рыба, скажем, масаби ханафи запрещено. И другие все животные, которые там есть, там всякие раки и так далее, все остальное, осьминоги, там все остальное, масаби ханафи являются, крабы, масаби ханафи являются недозволенными. Недозволенными, то есть неразрешенными. Это вот мнение Абу Ханифы, мнение учеников Абу Ханифы, это мнение Ибн Абу Лейля, тоже из табиинов ученых. Скажем, все, что кроме рыбы, лягушки, раки, скажем, там морские морские змеи, там, да, скажем, морские там собаки, есть там морские там свиньи, все это масаби ханафи, то есть даже когда, если будет там даже вот называется собака да, морская или свинья морская, называется там, не лучше морская свинка, да, скажем, а другие. Поэтому из названия масаби ханафи нельзя. Даже из-за этого, потому что это морская свинья, или морская собака, или морской человек назовешь ты какую-то рыбу. Эти рыбы, из-за того, что названия общие, масаби ханафи их есть, запретили. И Абу Ханиф использует далиль, то, что «Уайхарим алейкум хабаид». И Аллах запрещает, то есть скверные, там, да, неприятные вещи. То есть для, какая приводится сура Аль-Араф, поэтому то, что человек неприятно, то, что отвращение и так далее, эти вещи посчитали, то есть, запрещенными масаби, то есть Абу Ханифа.
получается только рыба и все остальное получается, скажем, крабы, раки, осьминоги, все, что есть там, да, то есть, по мнению Абу Ханифы, учеников являются запрещенными. То есть, это вот основное мнение Масхаби является, хотя некоторые, это основное, некоторые там ученые, которые из Индии, Пакистана, ханафиты, некоторые разрешают есть их, потому что, получается, нет хаиса, то, что что нельзя есть краба, там, да, нельзя есть, там, скажем, есть рака. Нет прямого хадиса. Поэтому Абу Ханифа вывел просто, скажем, косвенно. То, что когда Абу Ханифе, тем людям было неприятно, да, когда эти вещи видеть, да, увидел рак, никогда в жизни не видел, да, рак увидел, да, неприятно, да, какое-то там отвращение. Поэтому, а тут кто же вырос на берегу моря, да, всю жизнь видел, ему же не будет неприятным. Поэтому нет прямого запрета, но когда есть аят. Абу Ханифа обычно выводит аят хукмы из аятов, то есть общие вещи у него. Поэтому, скажем, прямой хаис, то, что эти вещи есть запрещено, и он отсутствует. Поэтому же Масхаб Шафии все есть можно. Любые морские животные, хоть там, хоть краб, хоть рак, хоть там морской человек назовет, там, да, хоть морская собака, всех, там, потому что морские, да, их не надо закалывать. Их можно достал и поел, этих животных. Поэтому вот такой есть спор по поводу, скажем, вот морских животных, морских там, да, скажем, без морских обитателей, между учеными. Масхаб Ханафи вот чуть поуже официально, все, что кроме рыбы, является запрещенным. Есть нельзя. Вот, на сегодня эти вот главы, иншаллах, наверное, хватит. Аллаху Акбар, Аллах.